Это 7 дней плюс. Здравствуйте, в студии Светлана Кадырова. Интересные шутки есть народные. Синоптик ошибается только раз, зато каждый день. Синоптики в прогнозе погоды не ошибаются, они лишь путают время и место. Принцип синоптика о погоде как о покойнике, либо ничего, либо неправду. Нашим синоптикам такое приходится выслушивать очень часто. Как они справляются с такими едкими шутками, как капризничает природа последние годы. Есть ли доля правды во всех этих шутках? Об этом сегодня говорим с нашим гостем. С удовольствием представляю Тимур Ринатович Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы, Института экологии и природопользования КФУ. Здравствуйте. Не обиделись на шутки? Здравствуйте. Нет, конечно, и эти шутки действительно мы слышим постоянно, и это наши любимые шутки. Но наличие этих шуток подтверждает, что каждый из нас пользуется прогнозом погоды, интересуется прогнозом погоды. Мы актуальны, мы у каждого на слуху. То есть это говорит о востребованности и вашей профессии в том Именно числе. Так. Какая самая любимая из шуток? Да, наверное, все любимые, хотя есть еще огромное количество анекдотов про метеорологов. И они тоже, это ведь очень позитивно, и изменения в прогнозах погоды тоже происходят позитивные, качество прогноза становится лучше. Таким образом, это подвигает нас на совершенствование. А как, в принципе, люди становятся, вот, при таких шутках, как люди, в принципе, становятся синоптиками, метеорологами? Вот у вас, может быть, династия синоптиков? Нет, у меня не династия, я первый в этой сфере. Однако, как правило, синоптиками становятся случайно, потому что, как правило, не понимают, что значит это слово. Но даже случайно оказавшись в кругах синоптиков, обучившись на это направление, влюбляются и, как правило, остаются в этой профессии. А вот уже после первого поколения синоптиков действительно очень часто происходят династии. Ну, я так понимаю, что ваша семья в большей степени музыканты, да? Да, и это тоже творческие люди, синоптики тоже, там без творчества не обходится. Это что же вы там творите-то такое, Тимур Ринатович? Дело в том, что любой прогноз погоды у опытных синоптиков основывается и на расчетных моделях, компьютерных моделях, которые дают нам понимание о фоновых значениях температуры, распределения влажности и так далее, но также и на личном опыте синоптика, так как в каждых конкретных условиях региональных может очень по-разному проявиться то или иное метеоявление при тех или иных стечениях обстоятельств. Так, чуть еще одну шутку добавлю. Вот у меня был друг, у которого были родители синоптики, он говорил, я им не верю. А вот вам в семье верят? Конечно, верят. Дело в том, что все знают, что синоптик и метеоролог это все-таки люди приверженцы очень точной науки. Метеорология наука точная. Как есть шутка, что метеорология наука точная, бубен надо держать в правой руке. Так вот, действительно, это очень точная наука, не допускающая грубых погрешностей. И поэтому наши прогнозы звучат вероятностно, имеют оправдываемость, но доля неоправдываемости в них тоже присутствует. Самый точный свой прогноз помните? И какой процент, в принципе, точных прогнозов за вашу сколькилетнюю историю? Как в качестве такого вот матерого да? Да, уже, конечно, больше десятилетия. В то же время таким именно первичным прогнозированием мы не занимаемся. Мы главным образом занимаемся наукой метеорологической. В то же время мы экспертно оцениваем и анализируем прогнозы погоды, выбираем из множества прогнозов, которые существуют. Более вероятный. Более вероятный. В то же время иногда тоже можно ошибиться в силу того, что бывают очень сложные процессы. Бывают процессы, когда тепло и холод борются, и Казань, как точка на земном шаре, да, может при определенной большой заблаговременностью можно немножко, не то чтобы не угадать, немножко не доучесть некоторые факторы. А вот когда все доучли, попали, ощущаете себя неким таким повелителем стихии? То есть вы предположили, чем закончится это великое противостояние? Мы, наверное, гордимся тем, что мы понимаем основные закономерности. Все понимать невозможно. Понимаете природу, как же женщине понять природу? А вы природу понимаете? Да, мы понимаем основные черты вот этих процессов. Это, конечно, вселяет некоторую такую уверенность. И особенно, наверное, метеорологи такие благодетели. Они не только понимают, они щедро делятся своим знанием и пониманием с населением. Но вот говорят, что все-таки в вашей среде приводят такие данные, что где-то 90 случаев прогнозов оправдываются. Даже больше. На самом деле на первые сутки оправдывается более 95% прогнозов. Чем больше заблаговременность, тем качество прогнозов
хуже. Ну и все хотят, конечно, от нас знать прогноз сразу там на зиму, а может быть еще и на следующее лето. Ну, желательно отпуск подбирать Да, надо. и такие прогнозы имеют меньшую оправдываемость. К сожалению, пока это не только там для России эти цифры, это мировая практика. И такие прогнозы имеют достоверность около 70% всего лишь. А вот почему вы говорите, что точность становится выше? Это говорит о применении новых технологий, высокотехнологичного какое-то оборудование и вообще, в принципе, как определяли прогноз погоды 30 лет назад и сегодня? Насколько большая разница? Действительно, вы сейчас ответили как истинный метеоролог-синоптик. Действительно, прорыв в метеорологии и климатологии произошел. Произошел он в последние десятилетия, произошел он в связи с тем, что совершенствуется расчетная база, совершенствуются модели, совершенствуется вычислительная техника, это суперкомпьютеры, которые позволяют очень подробно осуществить расчет распределения метеоэлементов, а значит и вычленение потом нашего района, то есть детальность нашего прогноза. И с развитием технологий эти прогнозы будут еще совершенствоваться. С развитием вычислительных методов и методик, то есть метеорологи не стоят на месте, это динамичная наука. Вот, с развитием методик также скачок произойдет. Таким образом, с каждым годом качество прогноза будет лучше и лучше. Вот в этой связи у меня ощущение, что вроде бесконкурентная среда, но при этом я так увидела сейчас конкуренцию искусственный интеллект и народные синоптики. Ну, есть такие. Да. Вот как вы с ними, готовы ли конкурировать? В чем может быть неправ народный синоптик? И почему, или реально может заменить искусственный интеллект? Дело в том, что, говоря о народных синоптиках, действительно есть народная мудрость, которая выражается в приметах. И действительно, при проверке некоторых этих примет, эти закономерности, им можно найти научное объяснение. Это все-таки народная статистика. Вот. И тут конкурировать не нужно, тут, очевидно, нужно дополнять. Да, и некоторые, может быть, закономерности, которые пока метеорологам профессиональным неизвестны, может быть, народ уже мог бы их таки подсмотреть. Но чаще всего нам приходится объяснять некоторые закономерности, как, там, например, птицы низко летают к дождю. Да, например, этому есть физическое объяснение. Вот таким образом мы не конкурируем, мы, наверное, дополняем, и это только в радость, то есть такая вот консорциум. А искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это компьютерная модель. И компьютерная модель, как модель, поддерживающая принятие решений синоптика, она использовалась всегда. Поэтому нет такого разделения, наверное, между моделями вычислительными и вот как такой надстройка, как искусственный интеллект, который на основании этой же расчетной модели сделает какое-то просто словесное выражение этого прогноза. А вот про народные приметы, когда говорили, действительно очень много и народных мудростей. Там, если в этот день пошел дождь или там зима будет такая-то, в какие из примет народных вы реально верите как эксперт? Дело в том, что, как я уже сказал, народная примета, конечно, основана на мудрости народа, на наблюдениях. И конечно, приметы, которые говорят о том, что если вот на Ильин день, условно, там какая-то температура, то таким будет лето, мы проверяли 50 на 50. То есть это все-таки не предиктор. Ну, то есть таким образом, конечно, вот чем больше мы проверяем приметы, тем больше убеждаемся, что вот если синоптики такие... настоящие профессионалы сильнее, да? Вот, Точнее? Ну да, и все-таки в природе очень много хаотичности. Хотелось бы, конечно, чтобы было все так просто. Посмотреть погоду на Ильин день и на основании этого сделать прогноз. Но это не так просто. Сейчас о тренде, о моде на погоду. Вот вы уже сказали о том, что вы сами в эпицентре событий бесконечном, сами все время в этом циклоне внимания. О погоде, раньше разговаривали, когда, в общем-то, не о чем было поговорить влюбленным, да, то есть, не знал молодой человек, как подойти девушке, и как вам погода там, либо бабушки на скамейке. Но сегодня погода – это крупные метеоканалы, европейские, американские, то есть на этом это крупнейший рекламный рынок для телевизионного продукта. Это, в принципе, сегодня с этого начинается день. С этого начинается ночь у некоторых, да, которые, как мы готовимся, как одеться завтра. Вы с чем связываете вот этот интерес к погоде? Ну что, больше нет интересных тем, но будет и будет. Летом какая разница, 25 или 28, чего тебе знать?
Нет, а погода в последнее время преподносит сюрпризы. Проявляется такая нервозность погоды. Так, например, мы все чаще видим негативные проявления. Мы этим летом видели такие шквалистые усиления ветра, которые привели к трагедии. Трагедия на Яльчике. И таких явлений становится больше. Нервозность погоды проявляется, несмотря на то, что зимы теплеют. У нас теплеющие зимы, готовимся к морозам. У нас действительно учащаются эти ультраполярные вторжения. И в силу того, что этот негатив все чаще приносит в том числе экономический ущерб, люди действительно озадачены тем, чтобы предвидеть это все, адаптироваться бы к этим вот изменениям. Такие правила к этим проявлениям. безопасности некие даже, да? Именно так. И на самом деле очень хорошо, что не только каждый конкретный человек проявляет внимание к этому, но и государство в целом. Так, например, есть программа адаптации к каждой отрасли экономики, например, к изменению климата. Таким образом, мы... Все привязаны к Да, мы погоде. не можем противодействовать, но мы можем адаптироваться к происходящим изменениям. Вот вы сказали, что природа капризничать стала чаще, да? Сколько лет последние капризничает? И чего капризничает-то? Что происходит? Что происходит-то? Только в России, только в Татарстане или во всем мире? Вот климат меняется во всем мире. В России меняется в 2 раза теплее, чем во всем мире. А в Татарстане темпы потепления сравнимы с темпами общероссийскими. Это примерно полградуса на 10 лет. Говоря о том, когда она начала так, да капризничала всегда. Климат менялся непрерывно. А в то же время наиболее активно капризничать стало с середины 70-х годов. Но Лет 50 капризничает. Да, Очень капризная дама. но так как наиболее активно, вот прям экстремально активно, конечно, капризничать в последние годы. Так, например, 2015, 16, 17 годы стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений. Ученые, климатологи предполагают, что 2024 год будет самый теплый в истории метеонаблюдений. К этому есть Уважаемые предпосылки. зрители, тут уже вероятность большая. Да, к этому есть предпосылки. Какие? Дело в том, что в климатической системе все связано, и мы не одни на земном шаре. На земном шаре есть большие океаны. Так, например, в Тихом океане в этом году, вот прямо сейчас, аномально теплая вода. Это явление, когда теплеет вода в экваториальных широтах Тихого океана, называется Эль-Ниньо. В переводе «младенец». В эти годы, как правило, происходит выброс тепла в атмосферу, именно вот через это потепление, и это сказывается на всем земном шаре. Последний раз такое явление наблюдалось в 2017 году, и год вошел в историю как аномально теплый, как самый теплый в истории метеонаблюдений. Казалось бы, Тихий океан далеко, но выброс тепла в атмосферу, этого гигантского количества тепла, сказывается во всех уголках земного шара и по-разному. Так, например, в этом году там цены на кофе вырастут из-за этого явления, из-за неурожая. Так, вот уже экономические последствия потепления. Цены на кофе растут. Закупаемся. У нас, правда, выгоды тоже есть. Отопительный период сокращается. Так, платить за неуклонно. отопление будем меньше. Какие потрясающие синоптики сегодня, посмотрите. Да. Как влияет все это, как вся Вот. сфера нашей жизни. Но на кондиционирование будем тратиться несколько больше. Не расстраивайтесь, здесь только положительные новости. Еще к положительным мы любим наши сады, любим летний период. Летний период удлиняется. Удлиняется вегетационный период. Таким образом, период для Двойной выращивания урожай? сельхозкультур, да, он расширяется. Мы неуклонно движемся в южном направлении. Мы будем, если не 2 урожая снимать, то, во всяком случае, мы дольше будем наслаждаться этим летом. Правда, есть и негативные проявления, например, вот в этой самой нервозности. У нас учащается неустойчивость в атмосфере проявляется активнее. Неустойчивость – это конвекция, это вот то, что мы наблюдали вот с Яльчиком. Это у нас растет количество осадков. Кстати, изменение климата – штука очень коварная. И коварство ее проявляется в том, что у нас не одинаково везде происходят изменения. Кроме того, феномен в Татарстане, количество осадков растет, но засушливость тоже растет. Казалось бы, как это может быть? А происходит это за счет того, что вместо, условно, 10 умеренных дождичков идет один мощный ливень, который за 1-2 дня дает месячную норму, а аграриям, как известно, нужен дождь по расписанию. Что еще ждать в этом году? В этом году мы ждем, по долгосрочному официальному прогнозу, мы ждем достаточно контрастную зиму. Зима контрастная, предполагается, что декабрь будет ниже климатической нормы по температуре, но это не отменяет теплые эпизоды в этой зиме. Да? В то же время февраль прогнозируется аномально теплый. Таким
образом, возможно, эта зима будет короче обычного. И этому есть еще одна предпосылка, в силу того, что вот это Эль-Ниньо, про который мы говорили, будет длиться как минимум до апреля. И это, возможно, скажется на продолжительности нашей зимы. Вот сейчас вы проанализируете, каким будет следующий год, но я знаю, что вы очень увлекаетесь вот аналитикой погоды. Вы всегда, когда даете интервью СМИ, это всегда, а вот 53 года назад, либо такого-то числа. Это вы фиксируете, это у вас дневник каких-то наблюдений? Это что? Или память такая просто хорошая, оперативная? Нет, на самом деле метеорология — область невероятно открытая. Каждый из нас может посмотреть сознанием дела, может посмотреть любые данные, с любой точки земного шара, метеоданные. То есть вы можете поинтересоваться, какая погода была в день вашего рождения, эти данные открытые, ими можно пользоваться. Также у нас есть банк данных по, например, погоде Татарстана. Татарстан и Казань может похвастаться одной из самых длиннорядных станций. У метеорологов продолжительность рядов — это как дорогое вино. Чем продолжительнее, тем лучше. И у нас третья по продолжительности метеостанция, более 210 лет ведут наблюдения. И поэтому эта летопись оцифрована, и мы ей пользуемся. И ищем действительно некоторые аналогии, некоторые привычности и непривычности в той погоде, которую наблюдаем каждый день. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, с каким годом, в принципе, еще можно сравнить, не знаю, может быть, и советской эпохи, либо там дурных, лихих 90-х? Ну, конечно, то, что мы сейчас наблюдаем, это не какие-то экстремальные события. И, например, октябрь, подобный тому, который в этом году, такие октябри происходили. Этот сентябрь был теплый, но в истории такие сентябри были. Однако рекордность некоторую усмотреть все-таки тоже получается. Так, например, вот это лето было очень засушливым. И несмотря на то, что вот лето... 72 дня, по-моему, где-то не было осадков. Ну да, и мы, интегрально оценивая количество, такое засушливое лето бывало и ранее. Однако, если посмотреть количество осадков, например, с января по сентябрь, то в этом году выпало 240 миллиметров осадков, в то время как в норме за этот период должно быть 420. И вот такой ситуации за всю историю метеонаблюдений не было никогда. Это уникальная ситуация. И вот мы за такими уникальными ситуациями, в том числе и наблюдаем, фиксируем их. Кто, в принципе, сегодня приходит в профессию? Вообще, ощущаете ли дефицит кадров? Раз. Я так понимаю, что все-таки синоптик такой штучный товар. Я не знаю, нужно быть очень самоуверенным, чтобы, в принципе, транслировать эту науку, данные, прогнозы на очень широкую аудиторию, от которой зависит, как вы говорите, глубокий экономический процесс. В профессию, в синоптическую профессию, конечно, приходят люди разные. Это очень, вы правильно сказали, это очень штучный товар. Не все республики, не все субъекты федерации могут похвастаться тем, что они готовят таких специалистов. В Татарстане их готовят. И не только Татарстан, таких локаций, по-моему, 7. В то же время дефицит по стране, он огромный. Действительно, постоянно приходят запросы, очень просят таких специалистов. Вынуждены переучивать людей, не имеющих базового образования. И для того, чтобы качество прогнозов в том числе улучшилось, конечно, нужно и хорошая обеспеченность кадрами. А здесь есть, конечно, и такие системные некоторые проблемы в силу того, что эта профессия не самая высокооплачиваемая. Однако эта профессия в силу того, что привлекает сейчас к себе внимание, эта отрасль привлекает внимание, она сейчас находится на некотором таком подъеме, и есть надежда, что в ближайшем будущем... Синоптиков будет пруд-пруди. Да, и в эту профессию активно пойдет талантливая молодежь главным образом, которая двинет эту науку вперед до новых высот. А в принципе, каждый ли может быть синоптиком? Вообще, какие данные нужны? Мы понимаем, что нужно для того, чтобы стать журналистом, полицейским. Ну, там есть какие-то критерии более-менее понятные. А вот синоптиком кто может стать? Это люди с аналитическим складом ума. Как в известном фильме говорили, у вас такое аналитическое мышление, вам бы работать в бюро прогнозов. Действительно так. Это люди, это физики, это люди, понимающие и знающие географию, это люди, подкованные в математике, это люди в настоящее время подкованные в программировании, это всесторонне развитые такие специалисты. И даже если человек получил базовое образование метеоролога, и даже если он не оказался в среде метеорологической, не стал синоптиком, он
востребован во всех сферах в силу того, что он обладает теми компетенциями, которые востребованы повсюду в настоящее время. Если вот сейчас среди зрителей появился интерес, а как становится синоптиком, что ему для этого нужно пройти, и, в принципе, вот сказать, талантливый синоптик. А в чем талант? Дело в том, что синоптики учатся постоянно, да, и главный, конечно, навык это вот к этому обучению. Динамичная наука, наука, которая постоянно совершенствуется, выходят новые методы, их надо внедрять, их надо апробировать, и поэтому нам нужны обучаемые хорошо люди, которые схватывают. И, конечно, чтобы в настоящее время, конечно, поступают на профессию метеоролог, синоптик, люди, кто сдают ЕГЭ по географии. Вот. Но нужно понимать, что помимо географии нужно еще знать физику и математику, иначе придется туго, и это, в общем, может угрожать итоговому результату входа в профессию. Интересно. Вот вы сказали, что невысокооплачиваемые, при этом в каких сферах сегодня востребованы кадры, которые готовят университет? Это, конечно, Росгидромет, это подразделение Росгидромета. Это, конечно, аэропорты. Дело в том, что ни один самолет никуда не вылетит, пока синоптик не даст на это разрешение, в силу того, что по маршруту полета подстерегают ряд опасностей, такие как зона обледенения, такие как грозовые очаги и так далее. Это люди, работающие в министерствах, таких как сельское хозяйство, например, в силу того, что для сельского хозяйства тоже нужно планирование, планирование и долгосрочное планирование. И тут особое, наверное, внимание нашей республики стоит. В нашей республике аграрной, например, также очень важно планирование очередного сезона. Так, например, если климатологи, долгосрочные метеорологи прогнозируют засушливую весну, то аграрии предусмотрительно проводят процедуры, которые позволяют задержать влагу в почве. Таким образом, конечно, в Минэкологии, так как воздушный бассейн Казани, экология атмосферы – это также сфера деятельности, в том числе и метеорологов. Таким образом, перечислять можно долго. То есть практически в каждой сфере да, и вообще сложно нужен свой метеоролог-синоптик. Очень сложно найти сферу, которая была бы независима от погоды. Таким образом, действительно, специалисты востребованы, много где. А вот метеозависимые, сейчас мы говорим о зависимости от погоды, а метеозависимые люди, это на самом деле реальный факт, это научный факт? Это научный факт, это факт на стыке метеорологии и медицины. И действительно в этом направлении сейчас очень много научных работ защищается, пишется. И так, например, этой осенью мы ощущали на себе неоднократно влияние вот этой барической пилы. То, что журналисты прозвали барической пилой. И это очень точно. Дело в том, что давление скакало то вверх, то вниз. Метеозависимые люди ощущали на себе эти изменения. Так и так, да? И если давление меняется больше, чем на 8 гектопаскаль в сутки, метеозависимые люди ощущают на себе это. Важно отметить, что с изменением климата этих скачков будет только больше. Таким образом, готовимся к тому, чтобы переносить их более стойко, чем сейчас. Однако эти изменения, конечно, такие долгоиграющие, поэтому они в масштабах десятилетий. Но в основном метеозависимость сложно, я так понимаю, это осень-зима, а весна и лето проходят более спокойно. Или вот эти пилы пилят нас постоянно? Главным образом, конечно, при вот такой перестройке, и мы заметили, что научный факт, что это происходит в переходные сезоны года, это осенью и весной. Были ли случаи, точнее, даже не были случаи, когда мы с вами говорили о точности прогнозов, да, то есть есть и ошибки. И мы так понимаем, что, например, в той ситуации, когда была летом и трагедия в Яльчике и так далее, что очень много, когда от точности прогнозов порою может зависеть действительно сотни жизней, тысячи и даже больше. В принципе, синоптик, метеоролог несет ответственность за неточность прогнозов. Есть ли какое-то, вот есть врачебные ошибки, да, а есть ошибки синоптика? Однозначно несет. И сейчас проводится проверка, например, по тому факту, насколько мне известно. По Яльчику. Да. В то же время синоптики условия вот такого вот для создания вот такого явления конвективного, они, конечно, создавались, их видели в прогнозах, это было. Вот таким образом, конечно, в данном случае некоторые люди, не опираясь на прогнозы, повели себя по-своему.
В то же время стоит отметить, что метеорологи несут ответственность и за там, штормовые предупреждения, которые и поэтому до нас их доводят. И не обижайтесь на метеорологов, когда приходит сообщение о том, что штормовое предупреждение. А на самом деле его нет. Однако вы его не наблюдаете. Вы его не наблюдаете в той точке, где вы находитесь. В то же время по республике в отдельных районах это может наблюдаться, и оповещение это важно. Но ошибки у метеорологов бывают. Бывают, и их не так много. И эти ошибки связаны в основном, конечно, с некоторым несовершенством, например, прогностических моделей, с некоторым недоучетом факторов. Однако, как мы уже говорили, с каждым годом модели становятся лучше, вычислительные мощности лучше. Таким образом, с каждым годом оправдываемость будет расти и расти. Эти 10% будут сокращаться. Мы надеемся, что в ближайшем будущем это будут первые проценты. Какое природное явление вы до сих пор не понимаете? А вот, например, Эль-Ниньо, то, которое происходит в Тихом океане, это до конца не изученное явление, и поэтому это феномен. Есть некоторые догадки, некоторые астрономические связи. Интересно. И все-таки у природы нет плохой погоды? Или есть? У природы нет плохой погоды, и в нашей широте, во всяком случае, все, что мы наблюдаем, это вполне привычная погода. Хорошо, Тимур Иванович, большое спасибо. С вами было интересно. Погода прекрасная, интересная наука о погоде. Изучайте, смотрите погоду, в том числе и на нашем канале. Всего доброго, до свидания.